И первый доклад после объединения. Доклад 11 минут, да? Руководитель центра. И первый доклад Бурятского республиканского института образовательной политики. Тема доклада рекомендации о совершенствовании процесса первого Бурятского республиканского института образовательной политики. Тема доклада рекомендации. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу еще раз поприветствовать вас с началом учебного года, пожелать всем здоровья, благополучия. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу еще раз поприветствовать вас с началом учебного года. Тема семинара «Желать всем здоровья, благополучия». Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу еще раз поприветствовать вас с началом учебного года. Тема семинара «Желать всем здоровья, благополучия». Добрый день, уважаемые коллеги. Распределенных по началу учебного года. Тема семинара «Желать всем здоровья, благополучия». Добрый день, уважаемые коллеги. Но тема семинара «Желать всем здоровья,
задачи институтов повышения квалификации и ресурсно-методических центров. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы к докладчику? Тогда перейдем к следующему докладу. БМА давление Тендаржиева. Добрый день. Слышно, да? Включите, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите вас поприветствовать. И прежде чем я перейду к теме непосредственно моего выступления, я вообще хотела сказать от лица профессиональной ассоциации учителей бурятской языка и литературы. Благодаря РЦОИ ОКО Республики Бурятия за последние 3-4 года выстраивается довольно-таки неплохая система по подготовке обучающихся к процедуре ГИА, а также в целом научно-методическому сопровождению и методической подготовке учителей к этой процедуре. И благодаря этому у нас появились демо-версии по бурятскому языку, литературе, по бельгийскому языку, которые размещены на сайте РЦОИ ОКО. Проводятся постоянно методические семинары с учителями, которые позволяют им более качественно готовить учащихся к ОГЭ. Но тем не менее, вот как показывает, я буду представлять вам в основном то, что показывает анализ работ, сделанных, выполненных в 2017 и 2018 годах. Итак, итоговая аттестация. Следующий, пожалуйста, слайд. Что надо нажимать? Следующий. Все надо нажать. Вот что-то, да? Или я выключила? Извините. Что надо было? Итак, конечно, итоговая аттестация выпускников основной школы по бурятскому языку и литературе предъявляет, понятно, новые требования к уровню профессиональной компетенции педагогов, но с учетом концептуальных положений в гособщего образования, а также единства примерных программ и контрольно-измерительных материалов. Примерные программы по этим учебным предметам у нас сейчас находятся на стадии проекта, и я надеюсь, что в ближайшее время на региональном учебно-методическом объединении наконец-то будут приняты примерные программы по бурятскому языку как родному, по бурятскому языку как второму, по бурятской литературе. То есть в целом, наконец-то, мы начнем нормативно-правовое обеспечение этих учебных дисциплин приводить в полное соответствие в ГОС. Но тем не менее, по действующей программе мы разрабатываем, вернее, учителя готовят детей к ГИА. Как известно, следующий слайд. Как известно, процедура ГИА, она же оценивает предметные результаты действительно, но если говорить о учебной дисциплине бурятский язык как родной, то если проводить аналогию с русским языком, мы понимаем, что здесь немаловажную роль играет и высокий уровень сформированности метапредметных результатов, таких как, понятно, развитие универсальных учебных действий, а в частности умение применять полученные знания, навыки, умения в речевой деятельности. А если это более конкретизировать, то здесь я не на слайде привожу небольшую характеристику, краткую вообще работы ГИА, она состоит из 15 заданий. И, естественно, она направлена на формирование всех видов компетенций, которые предполагает ГОС, включает две части. Это первое, это написание краткого сжатого изложения, и часть вторая, задание с кратким ответом. Итак, по поводу метапредметных результатов. Да? Вот то, что вы видите, те затруднения, с которыми сталкиваются обучающиеся при выполнении экзаменационной работы, они связаны с написанием сжатого изложения. А написание сжатого изложения – это не только предметные результаты, но и метапредметные умения детей, такие как умение трансформировать информацию, осуществлять компрессию представленной информации, выделять, отражать микротемы основные, соблюдать последовательность заданного изложения, и больше это может быть языковая, речевая, использование разнообразных конструкций для передачи содержания информации.
Как вы видите, то, с чем затрудняется обучающийся, это у нас как раз не только предметные, но и метапредметные результаты по бурятскому языку. И поэтому на проводимых нами курсах повышения квалификации, методических семинарах мы акцентируем внимание работы педагогов на работе с различными типами текста. При этом на то, что нужно акцентировать внимание учащихся на определении главной и второстепенной информации, постоянно вводить в течение занятий систему упражнений, которые направлены вот на различные виды работ. Их может быть, конечно, множество. И тут надо еще уточнить такой момент, почему этот вид работы в определенной степени вызывает затруднения. Учебно-методические комплексы по всем направлениям, они обеспечиваются на федеральном уровне, вы знаете, и учителя работают с готовыми уже учебно-методическими комплексами. Задача педагога только грамотно, очень методически выстроить работу по донесению того материала, который содержится в ОМК, до учащегося. Что касается бурятского языка, я могу сказать, что обновление содержания языкового образования не всегда идет в ногу со временем. Могу точно вам сказать, что по госсоответствии учебники по бурятскому языку только выстраиваются, и поэтому во многом для того, чтобы выйти на необходимые результаты, учителя вынуждены, конечно, самостоятельно вводить ряд упражнений и систему упражнений. На курсах, конечно, мы отрабатываем с ними, каким образом можно выводить детей на грамотное написание сжатого изложения. Но упражнений, такого рода работы в современных, действующих на данный момент УМК нет в системном варианте. То есть не нацеливает они с 5, допустим, даже класса до 9, чтобы была четкая система упражнений, выводящих на процедуру ГИА. Я думаю, что по остальным учебным предметам на самом деле само содержание УМК уже, как правило, в самом содержании уже заложены, да, многие виды работы, которые в конечном счете и проверяются. Поэтому надо, с одной стороны, понять, в какой ситуации находятся учителя бурятского языка и литературы. И поэтому у нас в БРИОП мы разработали пособие по комплексному анализу текста. Также в целом мы в последние годы говорим об использовании текстоориентированного подхода при преподавании бурятского языка. И в создавшихся условиях с учителями опытными, бурятский язык как родной, это сельские районы, мы с ними сейчас выстраиваем некий план, каким образом закрыть нам вот то, что не хватает в учебниках. Совместно с учителями бурятского, в частности, планируем Закаменского района подготовить учебные пособия дополнительные к действующим учебникам, чтобы этот имеющийся пробел, скажем, да, некий восполнить. И в этом случае, конечно, методический потенциал учителей бурятского языка, он всегда бывает достаточно высокий, поскольку об этом я всегда говорю на курсах повышения квалификации. Если по всем предметам учителя, они в основном пользуются уже готовыми материалами, есть огромное количество методической, дидактической или какой угодно литературы, то у учителей бурятского языка такого объема материала, конечно, нет. И поэтому они самостоятельно перерабатывают, адаптируют различные материалы к уровню обучающихся или по интересам, скажем, обучающихся. И поэтому в последнее время мы проводим вот такую работу. Теперь далее, что касается типичных ошибок, каким образом организовать работу, необходимо, на наш взгляд, проведение как точечных методических семинаров для районов с общеобразовательными организациями, где были продемонстрированы низкие образовательные результаты, а также и межрайонных семинаров по обмену положительным методическим опытом подготовки учащихся ГИА. То есть не только акцентировать внимание на отрицательных результатах, а внимательно изучать, каким образом, в каких общеобразовательных организациях добивается положительных результатов. И поэтому, на наш взгляд, это может быть полезно. Но кроме этого, бурятский язык как родной — это сельские разрозненные районы: Акинский, Тункинский, Кижингинский, Закаменский, Курумканский, Грузинский, достаточно отдаленные районы. Конечно, можно собирать в Улан-Удэ некие объединяющие семинары, но тем не менее можно использовать современные технологии, проводить методические видеомосты, видеоконференции,
подготовки к наиболее трудным вопросам по бурятскому языку, направленных на обмен передовым педагогическим опытом, а также совместное обсуждение и продвижение эффективных методических приемов в учительской среде. Но если он нам позволяет курсы повышения квалификации выездные или на курсах повышения квалификации, конечно, мы тоже затрагиваем эти вопросы и обсуждаем с ними, как вот по тем или иным вопросам, в частности, такие как причастный и причастный оборот в бурятском языке, это наиболее трудные вопросы, правила бурятской орфографии, особенно что касается заимствованных слов и так далее. Вот каким образом можно отрабатывать с учащимися подготовку к государственной итоговой аттестации. Ну вот, кратко все. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо. Вопрос. Спасибо большое. После обеда активность снизилась, да? Так, слово предоставляется Балдановой Аюне Будажаповне, Закаменская СОШ номер 1, учитель русского языка и литературы Закаменской республики Бурятия. Доклад звучит так: кинематографическая мастерская на урок литературы как путь к открытию мира и способ раскрытия личности ребенка. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я поздравляю вас с началом учебного года. Ну и хочу поблагодарить Кузову Владимиру за приглашение принять участие в работе данного семинара. Чуть поближе говорите, даже поближе. По всей видимости, то, что мы делаем с ребятами в нашей глуши, вызвало интерес министерства. Я охотно сбежала с уроков и хотела бы с вами поделиться, да, этим опытом. Ну, наш проект называется «Кинематографическая мастерская на уроках литературы». Это, конечно же, относится к итоговым урокам по изучению творчества писателей, когда ребята могут выразить свое отношение к прочитанному, да? Когда они могут проявить себя в роли актеров, помощников, режиссеров, сценаристов. Да? Но мы стараемся прочитанные произведения переложить на реалии нашего маленького городка, и ребята начинают понимать, что все-таки литература — это не такое искусство, которое оторвано от реальности, оно напрямую связано с жизнью. И я думаю, что то, что мы делаем, помогает нам немножко обрести уверенность, помогает нам проявить себя. Кто-то, действительно, я работаю в большой школе, Закаменской СОШ номер 1. Мы раньше назывались Закаменской районной гимназией. Там учились отборные ребята, да? Дети буквально с детского сада сдавали экзамены, проходили различные испытания. И работать в этой школе было, конечно, удовольствие. Да? Мы везде участвовали, в различных конкурсах. И у нас действительно выдающиеся у меня коллеги, я горжусь этим. Но вот когда у нас случилась аварийная ситуация со школой, да, мы вынуждены были приехать в новую построенную школу номер 1, и как бы Закаменской гимназии уже нет. И пришли к нам, конечно же, ребята, которые уже отборный принцип не срабатывает, да? И пришли к нам ребята, которые живут поблизости из ближайших районов школы. И вот буквально в первый год у нас была такая проблема, как бы посадить всех, потому что дети разные. И нам было трудно адаптироваться, конечно, не секрет, да, искрой, чтобы все дети сели за парты. И чтобы, конечно же, читали произведения литературы. Ну, я раньше работала на детском телевидении с ребятами и детьми. И всегда мне было интересно, почему все-таки вроде бы дети, они в школе слабо учатся, да? А когда приходят, например, в студию, им интересно, у них глаза зажигаются, да? Они ведут новости, учителя удивлялись, да? И вот как бы вот этот опыт решила перенести на уроки литературы. Вот, благодарю, конечно, администрацию школы, лицея завуча Елены Андреевны
Айшеевой, директор Кубанова самоангажирования. Они, конечно, поддерживают эти идеи, и мы можем уехать, профильный лагерь, можем размышлять, идеи, как снимать фильм, да, и что, какие у нас есть истории из жизни наших земляков, родственников. Вот так получается, у нас есть свой канал на ютубе, который называется «Все зависит от гор», на котором стоишь название. Мы взяли исток любимого поэта, моего, нашего любимого, да, поэта Бугарова. И, наверное, они как бы ориентированы, очень длинные названия, многие говорят, почему. Ну, именно здесь, наверное, установка, да, что надо нам расти, надо думать о важных вещах. И вот у нас есть фильмы, интерпретации, они, конечно, не такие огромные, да, протяженности. Они минут 8, 12, иногда 2-3 урока уходят, да. И вот получается, когда готовый продукт выходит, они счастливы, они радостны, да, и вот они потом, когда мы начинаем изучать произведения, они предлагают свои идеи. Ну, в целом, такие вот моменты я хотела бы отметить. И вот личностных результатов у нас как бы много, да, ребята, которые, можно сказать, плохо учатся, например, есть Максим Добавить, да, он, у него тяжелая жизненная ситуация, но зато он очень прекрасно играет на гитаре. Всегда он заинтересован, старается какую-то мелодию подобрать, это подойдет, мелодия не подойдет, а ему даже не дают, как бы вот таким образом мы задействуем. И вот у нас на уроке литературы, когда мы снимаем фильм, когда его как бы уже презентуем, у всех глазки горят, все радостные, ну и готовы к новым свершениям, готовы к новым текстам, да. Но не сказать, что все тексты, конечно, идут на фильмы, именно все зависит, конечно, от реакции, да, на произведение. Хорошо у нас получилась как бы реакция на «Капитанскую дочку» Александра Сергеевича Пушкина. Так, ну, так в целом все, наверное, так, можно не беречь ваше время. Спасибо за внимание. Дорогие коллеги, вопросы, может? Так, слайды можно перечислить. Так, все было указано на слайдах. Не, там есть ссылка. Да? Дальше. Пролистайте, да. Вот это. Ссылка на канал наш, вы можете туда зайти, ознакомиться с нашим творчеством. Наши проект, который мы сделали, это стоп-кадры из нашего фильма «Интерпретация станционный смотритель». Первое место девочка заняла, все уверенно ставила на конкурсе чтецов. Мы также получили диплом международный в Новосибирске. И, получается, отдыхали в лагере. Видите, ребята такие глазки горят, да, вот я думаю, что, наверное, это есть какой-то план, результат, да. Но на самом деле, действительно, филологов легло очень много ноши, да. Наша задача и ЕГЭ подготовить, и устный экзамен по русскому языку сдать, и сочинение написать. Вот я считаю, что вот этот наш видеодневник на ютубе, он поможет им не забыть прочитанные произведения, где-то вспомнить то, что мы когда-то что-то открывали, да. А также они охотно, вот, когда уезжали на каникулы, они писали мне в соцсетях, а вот мы показали родственникам свой фильм, нажимают на ссылочку, и вот родственники действительно радуются успеху детей. Спасибо большое. Как раз видно, даже может быть не предметный результат, а личностный результат, да? Это тоже очень важно. Поэтому спасибо большое за опыт. Вопрос. Я специально пригласила практика, да, учителя реального, не просто как бы чиновника, не просто
во главу угла, можно сказать, поставила не предметный результат, а именно личностный результат. И это мне очень понравилось. Я бы хотела задать вопрос, а вот не мешает ли это, потому что все эти проекты, они требуют времени, сами понимаете, да? Требуют времени, ресурсов, усилий учителя. А вот достигать предметные результаты, это не мешает? То есть у вас, или у вас действительно вот такой вот приоритет для личностных результатов, да? А предметные как сопутствующие? Хотя ведь в ГОСах они так и идут на первом месте. Может быть, важнее, какой человек сам на себя, что он представляет, чем сколько он знаний накопил за всю свою жизнь. Ну, это, наверное, мотивация для детей творческих, да, у них уже вот так вот, вот давайте, когда вот уже читаем, мы же это видели, знаем, вот это есть у нас, да, Закаменский, давайте вот так, куда пойдем, это снимем, да, ну как-то вот, я не знаю, это, наверное, всесторонне помогает, им помогает, да, раскрыть себя, помочь мне, да, я сама даже иногда бываю шокирована теми открытиями, которые мы делаем, да. Мы, во-первых, ребята, да, которые далеки, можно сказать, от литературы, естественно, давайте правду смотреть в глаза, да, зато они такие асы в монтаже. Они говорят, вот такая есть программа, вот такая есть программа, ну что вы там сидите в этой устаревшей программе, да? Ну ты сделай, облечь, пожалуйста, так, даешь ему, он так красиво это все делает. Ну, а при этом литература он начинает интересоваться? Да, или есть, и вот, да, какое-то представление. И помогает ли это, да, потому что, конечно, мы можем увлечься, да, и уйти в проектную деятельность, с одной стороны. Но с другой стороны, учитель вынужден выдать результат, правильно? И предметы в том числе. Раньше это называлось межпредметные связи. Ну, по крайней мере, они уже сюжет уже понимают, да, что такое капитанская дочка, да, что там был некий дяденька злой, да, который захотел быть царем, и еще он, оказывается, умеет прощать. Вот они эту идею понимают через такую вот игру. Заинтересованность. Да, Еще вот, не сказала, а на самом деле они ведь не просто экранизируют литературное произведение в адаптированном виде. Они еще связывают литературное произведение и, скажем, социальную проблему. Вот «Капитанская дочка», с которой я начала знакомиться с этим проектом, этот фильм вышел из «Капитанской дочки» и дошел аж до дома престарелых, да? Правильно? Закаменск. То есть они вышли и рассмотрели проблему отцов и детей, да? То есть насколько литература вышла за границы кабинета, за границы учебника, за границы литературного произведения, книги, и насколько она приблизилась к реальной жизни детей. Помогает ли им это потом излагать свои мысли, презентовать себя где-то, более ли они уверенно себя чувствуют в других занятиях? Ну, конечно. Влияет ли это на их статус среди одноклассников, среди учителей, мнения? Ну, они как бы более скрепощаются, да. Мы в прошлом году уже ввели устную часть, а пробил у нас прям спустили за месяц до экзамена, все сдаете, да, хотели же приносить в этом году, и на эксперимент спустили. Вот те, действительно, то, что вы как раз работали над фильмом, они уже не боятся этой кнопки заветной, да, в этом, на ноутбуке, заочно наша Елена Андреевна боялась. Вот, я лично уже боюсь психологически. Мы боимся выйти на трибуну и выступить, да? А тут, когда камера, они говорят в камеру, да, вот они уже уверены, они даже не обращают внимания, и вот как бы меньше пауз было. Я тоже боялась, но я думаю, наверное, какая-то была задача выполнена, что ли, такая психологическая боязнь вот, устного экзамена. Это называется метапредметный результат. Да, По нашему новому стандарту. Вот видите, мы делаем, мы не знаем, как это называется. Да, нам надо же Поэтому, это правильно презентовать, предъявлять сообществу. дорогие коллеги, очень интересен опыт. В сборнике он опубликован, вы можете внимательно посмотреть, как это все выглядит. Поэтому спасибо большое. Итак, слово предоставляется представителю Иркутской области, Снабкову Сергею Викторовичу. Центр развития дополнительного образования детей, заместитель директора, кандидат геолого-минералогических наук, доцент.
роль исследовательской деятельности в достижении обязательных результатов школы с низкими обязательными результатами. Уважаемые коллеги, добрый день. Я очень рад присутствовать на этом семинаре. Мне вообще всегда интересны вот те процессы, которые идут у вас в системе образования. Марина Геннадьевна меня несколько раз приглашала, меня это действительно очень импонирует. И тема сегодняшнего семинара, я тоже согласен с многими выступающими, которые говорили здесь, она, наверное, чрезвычайно актуальна. И даже актуальна, интересно, не только вот с точки зрения вот этих школ, которые дают этот низкий результат, да, и что делать, как к этому относиться, но и, наверное, даже с точки зрения того, что такое образовательный результат, да, вот, то ли мы оцениваем, и как его оценивать и так далее. На самом деле эта проблема очень серьезная, и сегодня не только наша страна, там, или вот в данном случае регион там, озабочен ей, озабочен весь мир по одной простой причине, что во второй половине 20 века началось резкое ускорение появления объема знаний и новых технологий. И поэтому те системы образовательные, которые существовали во многих странах, они сталкиваются с тем, что это не подходит к современной жизни. Нужно как-то учить по-другому, чтобы, как мы цель ставим, да, ребенок выходил из стен школы и мог комфортно дальше жить и плодотворно заниматься какой-то деятельностью. То есть какой должен быть результат, каким образом подходить. Вот. И ну вот у меня создается ощущение, что наша страна, она в этом отношении идет такими маленькими осторожными шажками, и то, что вот в госстандартах появилась метапредметная личностные результаты, это, конечно, большой уже плюс, потому что мы действительно нацеливаемся на то, что выпускник школы, он должен обладать не просто набором каких-то знаний, да, а уметь вот действительно действовать, уметь обрабатывать информацию, уметь выстраивать свою деятельность, проектировать там и так далее. Это уже большой плюс, но, правда, мне кажется, вот то, что у нас вся оценка, весь основной образовательный результат, и сегодня, собственно говоря, с этой трибуны несколько раз звучало, это оценка предметных знаний в виде ЕГЭ. Это, конечно, наверное, минус, потому что раз это основная оценка, то, ну, понятно, что школы как поступают. Нужно напрягать все усилия туда, почему вас будут оценивать. Да? И вот то, что у нас стоит там и личностные, и метапредметные результаты, они как-то так несколько уходят на второй план, хотя это неправильно, хотя это тоже нужно вовсю развивать. И вот, вот то, что в моем докладе было заявлено о роли исследовательской деятельности, я думаю, вы все прекрасно уже знаете, понимаете, что исследовательская и проектная деятельность, им отводится сегодня большая роль как раз с точки зрения того, что это те технологии, которые позволяют вот, формировать вот эти метапредметные и в том числе личностные результаты. Вот. Но наверное, надо сказать, что опять-таки делается это так вот как-то несколько резко, директивно, командно сказали, что все школы давайте обязательно должны заниматься исследовательской проектной работой, а то, что готовы ли к этому школы, готов ли вообще вот этот аппарат методический для того, чтобы этим заниматься, ну, вообще, наверное, ну, не особо озадачились. И поэтому, мне кажется, на сегодняшний день это идет пока не очень активно, как это было. Ну вот я хотел вам просто с вами поделиться, наверное, тем опытом, который у меня был когда-то, когда я занимался с детьми, и вот как мы занимались исследовательской работой. Когда я пришел в школу, я уже имел какой-то опыт, там, ну, вернее, не какой-то, большой достаточно опыт научной работы, уже успел там кандидатскую защитить, даже в институте преподавал основы исследовательской деятельности, инженерного творчества и патентоведения. И когда в школе столкнулся с тем, что у детей познавательный интерес очень низкий, результаты, соответственно, невысокие. Ну, понятно, появилась идея, что каким-то образом изменить этот процесс. Ну и вот я посчитал, что, наверное, вот внедрение исследовательской деятельности